вначале хотел бы вас спросить, как вы видите основные причины и то, что, как можно, как говорится, за кулисами новой волны исламофобии на Западе? Бисмилляхи рахмани рахим. Ну, во-первых, причин, я думаю, несколько росту исламофобии. Во-первых, это, наверное, все-таки то, что в Европе и в других странах сегодня бурно развивается мусульманская община, будь то во Франции, в Германии, в других странах. И сегодня фактически показывают пример той жизни, к которой тянутся многие европейцы. И они видят в исламе выход из многих кризисных ситуаций, будь то жизненного порядка или государственного уровня или других. И, конечно же, те силы, которые хотят держать народ в повиновении, и чтобы они не отклонялись от их бездуховного мира, который разрешает мужеложество и другие мерзости, которые запрещены в христианстве и в исламе. И таким образом они, конечно же, изо всех сил пытаются дискредитировать ислам, его ценности, и таким образом отвратить молодежь от этой религии и ввергнуть их в ту бездуховность, в которой сегодня западные страны и вообще страны секулярного направления сегодня находятся. Это одна из причин. Другая причина, мы видим, что те западные страны, их гегемонистские планы в отношении мусульманских стран, в которых они сегодня завязли и не знают, каким образом сегодня выйти из этого кризиса, будь то в Сирии, в Афганистане, будь то в Ираке или в других точках, где они, в кавычках, хотели принести свои понятия своей демократии, и они сегодня находятся в кризисном состоянии, и таким образом они пытаются, опять же, дискредитировать идею исламского правления, дискредитировать идею ислама как концепцию, жизненную концепцию, которая способна сегодня, скажем, руководить обществом, привнести в общество мир, стабильность, спокой, будь то в экономическом, социальном плане. Вот. И, конечно же, из этого же истекают те санкции, которые в отношении Ирана тоже, потому что они не хотят видеть какой-то образец исламского правления, который дает людям надежду на будущее, которое сегодня стабилизирует общество и делает людей, скажем, не такими алчными, как на Западе, а и регулирует нормальные взаимоотношения между людьми. Поэтому вот эти примеры для них, конечно же, для их системы ценностей, они опасны. И поэтому они всячески пытаются дискредитировать ислам и мусульман. В таком ракурсе на днях совсем недавно, 21 января, лидер Исламской Республики Иран Аятолла Хаминеи сделал обращение в адрес молодежи Европы и Северной Америки по поводу того, чтобы они изучили ислам, чтобы понять действительно ту разницу, которую сегодня преподносят в средствах массовой информации, идет пропаганда исламофобии и то, что из себя действительно представляет ислам и учение пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Как вы думаете, каков ваш комментарий по поводу этого обращения, какова его сегодня актуальность? Во-первых, это обращение идет в традиции, пророческой традиции, когда пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, направлял письма главам тех или иных держав того времени, призывая и разъясняя им суть ислама. Конечно же, это очень важное послание, потому что сегодняшний мир нуждается действительно в тех ценностях, которые сегодня содержит в себе ислам. И такое послание, что оно исходит из Исламской Республики Иран, говорит о том, что действительно эта республика, она зиждется на основах, на традиционных основах ислама, потому что заботится не только о своем внутреннем, скажем, содержании, как многие другие государства заботятся только о том, что находится внутри их границ, а именно является призывающим к исламским ценностям
тех людей, которые сегодня еще не познали вкус веры. И поэтому обращение, особенно к молодежи, которая сегодня является наиболее активной, наиболее такой, скажем, пассионарной частью общества, ознакомиться из первых источников о том, что такое религия, что такое ислам, и тем самым отвергнуть ту всю ложь и клевету, которые возводят сионистские средства массовой информации, западные средства массовой информации в отношении нашей религии. И, конечно же, сегодня образованная молодежь, если она возьмет в руки первоисточники, а не будет судить по исламу, даже по тем мусульманам, которые сегодня, к сожалению, дискредитируют исламскую идею, исламскую концепцию, а обратиться к его первоисточникам, то, несомненно, они найдут в этих первоисточниках, будь то Коран или Сунна пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, или история ислама, история становления первых государств ислама в золотой век исламской религии, то, конечно же, они, сравнив концепцию, наполненную духовностью, миром, взаимопониманием, взаимосотрудничеством, и сравнив ее с концепцией западного мира, когда каждый человек сам за себя, и каждый человек старается у другого человека, и не только люди между собой, но и государство, отнять у более слабого и диктовать более сильным свою волю. Поэтому, конечно же, это послание, я думаю, что одно будет иметь большой успех в утверждении в душах людей, что такое истинный ислам.